Здравствуйте, это программа «Эксклюзив». К этому человеку никто не относится равнодушно. Кто-то его откровенно не любит, а кто-то наоборот. О нем часто в прессе говорят совершенно противоречивые вещи. Но ведь говорят о его жизни, о его работе, о его мировоззрении, о его искусстве. Его скульптурные произведения стоят в столицах таких стран, как Россия, Соединенные Штаты Америки, Испания, Япония, Сальвадор. Несмотря на его возраст, он продолжает работать и сейчас. Только в этом году в Ялте открылся памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю по мотивам Ялтинской конференции. И этот человек сегодня у нас в гостях. Знакомьтесь, Зураб Константинович Цалители, герой социалистического труда, лауреат множества советских, российских, зарубежных орденов и медалей. И в конце концов, просто князь. Зураб Цалители родился 4 января 1934 года в Тбилиси в грузинской семье. Его отец, Константин Георгиевич, известен в Грузии как инженер-строитель. Происходит из старинного грузинского княжеского рода Цалители. Мать Тамара Семеновна Нижарадзе также представительница княжеского рода. Заметное влияние на юного Зураба оказал брат его матери, живописец Георгий Нижарадзе. В его доме, где мальчик проводил значительную часть своего времени, постоянно бывали грузинские художники. Давид Какабадзе, Серго Кабуладзе, Уча Джапаридзе и многие другие. Они стали первыми учителями увлекающегося изобразительным искусством юноши. Зураб Цалители окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. Работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. В 1964 году был во Франции, где общался с выдающимися художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом. Зураб Константинович, давайте начнем с того далекого 1964 года, когда вы оказались во Франции и познакомились и с Пикассо, и с Шагалом. Как это случилось? Расскажите, пожалуйста. У Деголя работал Андроников. Это был родственник дяди моей супруги. И тетя Лилия Андроникова тоже, она жила во Франции, в Париже. И это люди, которые от эмиграции из Санкт-Петербурга, они через Грузию, все границы были закрыты, и через Грузию они попали через Турцию и жили во Франции. Это первая миграция. А, кажется, Шагал тоже так. И его супруга Вава. Тогда они друг друга не знали. Но Вава мне рассказывала, что сидели, ждали, когда корабль, и так что Грузия открыла границы. Тогда все было закрыто. И первая миграция туда. Потом получилось так, что 1964 год был, если я не ошибаюсь. Они пригласили, меня пустили, супругу нет. Ну, это связано было 1937 год, у нее родители и так далее. В таком плане, я так думаю. Ну, в последний момент меня пустили. Вот потом, Цалители, достойные люди были, очень уникальные люди. И это Андроников потом сделал, организовал, и у меня не было ни галстука, ни пиджак, ничего не было тогда. И что-то бархатный пиджак купил, и одел, и Деголь. И когда Деголь вышел, знаете, несколько, я побежал, он также встал. И вот это характер, когда время проходит, главное, что у предмета остается, это для художника важно. И характер, я когда образ создал Деголя, это было, вот это характер, это и как стойка. Он стоит, да. И стойка. Все это утрировал и стилизировал немножко и сделал его скульптуру. Потом он дал команду и показали мне все музеи, все, так что хороший год был, знаете. Я сразу уже почувствовал те важнейшие факторы, которые тогда у нас не было. Свободное искусство не существовало. А на таком возрасте, как тогда я был, и видел свободное мышление от художников, от разных. Это очень большой роль сыграл в моей жизни. Знаете. Да, это хороший урок, хорошая школа, да? Очень хороший урок. Это, знаете, это индивидуальное отношение к предмету. Это уже ты не повторяешь те вещи, которые
допустим, педагоги старались изучить, но нельзя было похоже на них. У тебя разные мышления, ты кровь по-другому работает, поэтому ты можешь быть уже другим. И свое индивидуальное мышление надо показать. Это будет на холсте или пластилине, или бронзах и так далее. Ну а какое впечатление на вас произвели, на вас, на вашу жизнь, на ваше творчество, вот встречи с Шагалом и Пикассо? Это, знаете, во-первых, у меня были хорошие педагоги, поэтому их биография, их тот правильное мышление по искусству уже от педагогов уже знали. Знаете, в Тбилисской академии была уникальнейшая академия тогда. Ну, все гиганты, такие как Шухаев, Шарлебан, Шебуев, Ласелев, все преподавали. Знаете, это большое значение имело. А вот вы сказали, извините, Зураб Константинович, вы сказали, вот вы первый взгляд увидели Деголя, да, и он вам такой запомнился, и вы потом его таким создали. А ведь Ишуаев вас учил тогда в академии, он модель ставил не впереди, а сзади, да, и должен оглянуться, увидеть и дальше. И вот это сразу уловить образ. Это, знаете, что было? Он преподавал, допустим, весь класс, да, живописный, но он оставлял меня и Чупчика, оставлял и лишние часы давал. 6 часов кончались уроки, от 6 до 9 он лишние часы давал нам. И поставил на турщицу, и холсты, 10 бумаг, и вот так. Значит, это очень трудно. Но я потом привык. Но он объяснял, что ты будешь потом молиться, благодарить, что наизусть будешь рисовать. Потом я понял, знаете, когда смотришь и переносишь, главное остается у тебя. Да. Не перерисовать, объем пластика остается, и это переносишь. Это гигантский, это мудрейший момент, знаете. И вот ну, несколько лет вот так занимались, и Шухаев, ну, просто такой рисовальщика нету нигде. Вот Серов, который у меня сняли с диплома. А сейчас я на его кабинете, на его стуле, на его скамейке. Почему сняли с диплома? Было въездной президиум, дипломные работы. Я рисовал песни от Тбилиси. Такой. И немножко был я под влиянием импрессионистов тогда, немножко. И Сарьян поднял, позвал, и вот настоящий диплом. Сарьяну понравилось. Ну, Сарьян тогда получил герой, и я чувствовал, что все идут, а в конце идет Сарьян. Знаете, это ревность существовала. Они вернулись, Серов так посмотрел, спустился и снял меня из диплома. Это первый случай был, целая сенсация была в городе. Знаете. Ну, вы выкрутились хорошо, да? Вы буквально там за пару дней переписали диплом. Да, я что сделал, знаете, я начал думать, что мне делать сейчас. Я должен жениться. Положение, ну, сложное у меня. И стою, думаю, как это поступить, еще сняли с диплома, еще год надо. Да? И вдруг Али Кратьяни, скульптор, заходит, и мне показалось его лицо скульптурное, такая, да. Я сказал, Али, ты не будешь позировать? Да. Осталось 2 недели до диплома. Не выходили. С утра до вечера работали, рисовали, он позировал хорошо, дети шпинат приносили, каждый день одно и то же кушали. И сделали диплом. Это была сенсация. Весь город, что сняли из диплома, успел, и великий ученый проводил защиту дипломных работ, и я получил тогда очень, знаете, это сыграл положительную роль. Во-первых, мобилизировался,
чтобы родить идею и довести до конца быстро, это не так легко. И большой роль. Я Серову и фотографии повесил, где я сижу и не ругаю, хвалю, потому что для моей жизни он сыграл хорошую роль, что сняли с диплома. Что сняли с диплома, у меня выработано было тот, что первое впечатление передавать. Знаете, это не так. И первое впечатление передавал. Али Кратян это мне помог, что он позировал, хороший скульптор. Много вот таких интересных вещей. Ну, а вас, да, на самом деле очень интересно. Вот эта история с дипломом, да, она вас, наверное, научила то, что вы сохранили до сих пор. Совершенно безумную работоспособность. Вы же работаете всегда. Вы спите, наверное, часа по 3 в день, встаете очень рано, работаете. Знаете, это сейчас я об этом думаю. Отец тоже был такой, знаете. Отец рано вставал, включал радио, включал телевизор, пел. Бедная моя мама не могла подушки догнать. И вот такой был. Это, видно, есть что-то генетически в этом плане. Знаете. Ну и, собственно, этот урок тоже вам помог, да? Да, это большой, это помог, знаете. И я стараюсь сейчас тоже первое впечатление, знаете, когда вижу, что, ну, наблюдаю, безусловно, наблюдаю характер этого, и потом легко получается, знаете. А сидеть тут и перерисовать, Ну да. это шухаю, потому меня научил сзади фигура, стояла в холсте и вот так, смотришь. И главное берешь. Не перерисовать цвет и цвет, а форма, Сразу выхватываешь объем, главное. пластика. Да. Я почему начал-то с вашей встречи с Шагалом, с Пикассо, потом дальше встреча у вас была с Дали уже в Нью-Йорке. И ваша работа дипломная, вот с налетом импрессионизма. Но возвратившись из Парижа, из Франции, вы буквально через несколько лет остановили свой выбор на монументальном искусстве. Что для этого послужило? Мне казалось, что вот после встречи с такими людьми вы, по идее, должны были остаться там, в импрессионизме. Но вы выбрали, знаете, вот такую глыбу. Я скажу, знаете, первый курс я был под влиянием Рембрандта. Знаете, это процесс, который происходит в искании. Если это искание не будет, тогда такие школа существовала. Ты родился, вот как отцы учили, отцовские отношения. Да? И ты берешь натуру. Но у меня немножко по-другому. Видно, у меня такая натура, что искание больше. Знаете, сделал что-то, не понравилось это. Под влиянием Рембрандта я сделал копию Рембрандта в Пушкинском музее. У нас задание было такое, и не только я, и другие художники. Потом я сделал копию, но когда был в Архангельске, я увидел работы, монументальные работы. Уже у меня немножко по-другому пошло в психологию. Видно, внутри у меня была потребность монументальная пластика, связана с архитектурой, вот такой момент. И я там сделал тоже копию, потому что монументальные вещи по-другому, пластика и так далее. И вот оттуда началось мое мышление, потому что стремление было монументальной пластики. Зураб Константинович, у нас до сих пор строится столица наша новая, да, архитектурной формой которой восхищается сейчас весь мир. Вы в свое время были в Бразилии и были знакомы с Оскаром Немейром, который как раз в это время строил новую столицу Бразилии. Вот не находите эту связь символичной? И сейчас вы у нас здесь в Казахстане, в Новом Казахстане, новая столица. На ваших глазах строилась самая когда-то современная столица. Строилась таким великолепным, гениальным архитектором. Вот какой урок вот из этого вы изъяли, и что вы можете нам посоветовать? Знаете, когда создается генплан,
надо, чтобы правильный синтез был, архитектура и художественное мышление, чтобы было вместе. Вот ваш новый город, вот, уникальный у вас президент, который поручил тогда. И я генплан создал. И много чего, там было интереснейшие идеи. Генплан похож на мой генплан, но те вещи, где у меня было, допустим, вертикаль, но это функциональные вещи были. Не мертвые, а функциональные. Как скульптура, внутри заходишь, и целые события происходит, поднимаешься, и ваш символ стоит сверху. Это много чего было у меня. Байтерек, да. Да. Ну, уступил, и ваши художники создали это. Но, в принципе, очень активно произведение, чтобы музейная ценность была. Знаете, не только оформительские моменты, а музейная ценность. На мой взгляд, наша Астана, она все-таки живая. При всей функциональности ее, да, там министерства, государственные учреждения, стекляшки, о которых вы говорите. Но возьмите тот же Байтерек, да, наших трех биев, да, возьмите форму фонтанов, улиц, саму планировку, генплан, вы с ним очень хорошо знакомы. Я вас приглашаю, приезжайте через 10 лет, вы увидите живой город, абсолютно. Он будет похож своей красотой, своей пестротой, да, своими красками, неожиданностью на ваши работы. Да, ведь об этом и говорят специалисты, например, когда награждали вас орденом почетного легиона во Франции, да, тогдашний президент Николя Саркози говорил: я достаю этот крест, да, крест почетного легиона, из своих собственных запасов. И когда вам его вручали, и как раз говорили о вашем необычном взгляде на мир. Да? В этом же году вы же, по-моему, получили еще и золотой орден Соединенных Штатов. Да? Это самый высший орден. И вы, по-моему, единственный россиянин, который владеет этим орденом. Наверное. Наверное, точно, я знаю. Здравия, Константинович. И последний, наверное, вопрос на сегодня. Вы создали одну из своих самых знаменитых вещей, и она называется «Дружба народов». Ведь дружба народов – это не просто монумент, это ваше мировоззрение, это ваш образ жизни, это ваша жизненная кредо, в конце концов. Вы много говорите об этой дружбе народов. Дружба народов российского и грузинского народов, казахского народов, белорусского, украинского народов. На том стояли. А будем ли стоять на этом, на том же? Зураб Константинович. Знаете, вот когда я создал вот этот монумент и взял старый русский шрифт, старый грузинский шрифт, и из буквы построил единство, братство, верность, все это читается. И снизу на картушах все классики русские по Грузии, грузинские классики по России. И сверху лоза и пшеница соединился, венок. Это радость победы, да, целиком. Зураб Константинович, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Я и думаю, наши зрители очень рады, что сумели встретиться с вами. До свидания, спасибо большое. Это была программа «Эксклюзив». У нас сегодня в гостях был Зураб Константинович Церетели, человек, который всю свою жизнь тайно пронес принцип «искусство ради искусства». До свидания, увидимся через неделю. Спасибо.